Испытано на себе. Друзья, мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». И сегодня у нас замечательный солнечный августовский, я бы сказал, по-настоящему летний, жаркий день. И мы находимся в окрестностях села Еланка, где проходит фестиваль скалолазания и альпинизма Еланка Фест. Итак, сегодня у нас мы вместе с вами попробуем испытать на себе различные дисциплины, которые проходят участники этого фестиваля. Здесь, насколько я знаю, 4 команды, и каждая из команд должна пройти на время скалолазание, далее катамаран, фрироуп и еще бег. Но начнем мы наши испытания, соответственно, со скал. Очень красиво, очень сегодня, еще раз повторю, теплая, хорошая погода. Рядом со мной здесь находится, он сейчас занят немного, да, секундант, помощник, как называется? Помощник страхующего. Помощник страхующего, это, друзья, человек, у которого замечательный блог о Якутии, о туризме, об активном отдыхе. Эркин, питерский якут, приветствую. Здравствуйте. Так, 5 секунд, давай, топ, почти. Вот, сейчас 2, освободиться. 3, 1, давай, есть! Да. Ровно! Ровно видите, 4. Как видите, сейчас один из участников команды прямо на последних секундах, лимит дается 4 минуты, и на последних секундах он дошел до верхней точки маршрута. Но у нас есть возможность немного пообщаться с Эркином. Эркин, я знаю, что ты тоже увлекаешься скалолазанием на таком любительском уровне. Ну да. Мне больше альпинизм вообще понравился. Когда я впервые пришел в федерацию, это я приехал в Якутию в 19 году, в конце 18-го. И уже в 19-м я в феврале пошел на курсы альпинизма и скалолазания. Федерация наша Якутии. Вступил в федерацию, стал членом Федерации альпинизма и скалолазания. И, конечно, скалолазание — это неотъемлемая часть альпинизма, но альпинизм — это походы в горы. Меня больше всего вдохновил. Мы поехали тогда в Уснеру на Афродиту гору, и тогда были первооткрывателями маршрутов. И в этот год появились первые маршруты в Якутии, доступные горы, где можно получать категории. То есть мы там открыли 2-й, 3-й категории горы. Сейчас, секундочку, да. И в принципе, я близок к этому, да, стал. Хотя сейчас не лазил уже, года 2, наверное. Примерно помнишь технику. То есть основное нужно, чтобы ребята помнили, что база на ноги идет. Вот тебе тоже сейчас полезешь, да. Многие пытаются руками подтянуться, то есть на подтягивание. Это тоже, когда силы хватает, можно. Но основное держит ноги. Ты должен искать уступы ногами, а руками помогать. Вот это основа. Тогда ты почувствуешь, что тебе прям будет легче. Так, сейчас готовы? Ага. Сейчас Амосово. будем стартовать. Амосово, да. И есть посередине у нас там зона, где 2 шлямбура таких, это топ. Готов? Готов, да. То есть, топ, это зона, посередине. Хотя бы доходишь в зону, уже получаешь полбалла. Очки там получаешь, да. Но в идеале, конечно, добраться до верху, получить топ. Нажал, да? Есть, да. Главное не отвлекаться, да. Смотри, шлямбуры вкручены, да? Которые 2. Есть один, Раз, да, а выше 2. 2. Если ногами переходишь через них выше, уже зону получил очки какие-то, да? Но в идеале, конечно, чтобы максимальное количество очков набрать, тебе нужно добраться доверху. Очень постараться. Здесь не все добираются. Пока у нас только 2 человека из всех, кто ходил. Да, примерно у нас там уже 10 человек. Только 2 добрались. Так что тебе предстоит серьезный маршрут. Да. Так, сейчас очень интересно понаблюдать, как поднимаются участники. Если видно нам, наверное, не видно. Чуть выше девушки 2 вбитых шлямбура, и она должна перейти их ногами. И тогда она внесет лепту в общее количество баллов своей команды. В командах по сколько человек? 18 тут получается, 18, да, где-то так, да. Человек, 18-19, да, до 20 человек. Я вижу, что по 18-19. И в конце, по общему итогу, будут уже выявлены победившие команды. Будет распределение на 1-е, 2-е, 3-е места. Так, сейчас девушка у нас практически приблизилась к зоне баллов.
На самом деле я первый раз сейчас полезу на скалы, потому что единственный опыт был на скалодроме. Тоже в рамках передачи «Испытано на себе». Ну вот хотя бы, если получится перейти эту метку, то будет, думаю, хороший результат. Причем не все в скальниках, да, то есть в обычной обуви тоже. Да. Трекинговые ботинки, кроссовки. Скальники. Так, сейчас мы видим Сардана, да, зовут девушку? Сардана перешла зону. Вот сейчас она поднялась и двигается дальше, к самой вершине. 45 секунд. Ну ладно, сил не трать, да, зачем, еще дальше походишь. Кто следующий идет, фамилия? Васильев Тимур. Тимур. Ирхан, это брат? Да. Следующий пойдешь? Папа, ты пойдешь? Друзья, ну что, сейчас пока мы разговаривали с Иркином, были свидетелями, как Сардана прошла зону, да, то есть принесла баллы своей команде. Сардана, как долго ты занимаешься скалолазанием? Это в третий раз в моей жизни. Вот. Третий раз? Да, ты я занимаешься? впервые на скале сейчас. Вот, очень классно. До этого пару раз была на скалодроме во второй школе. Очень понравилось. Вот. И вот у нас команда собралась очень быстро. И мы вот в первый раз. Ну, многие здесь, кто занимается в первый раз прямо на скале. Мы очень боялись, волновались, конечно же. Но вроде бы нормально идем. Надеюсь. Гриш, скажи, как давно ты занимаешься скалолазанием? Вот, только первый раз, вот, во второй. Первый раз на скалах. А на скалодроме занимался? На скалодроме нет. Тоже нет. То есть ты как бы в составе команды и, соответственно, просто весь и полез, да? Да. Как ощущение? Ну, круто. Нравится? Вообще, да. Необычное ощущение. Кажется, как будто бы, когда залезаешь на высоте, ты просто смотришь на полки, такой бам-бам. А когда смотришь, когда другие люди залезают так высоко, кажется вообще. То есть незаметна высота, когда сам лазишь. Испытано на себе. Так, сейчас мы переместились на другую секцию. Она называется секция номер 1. Она будет работать после обеда. На тех секциях сейчас идет такая борьба, то есть команды друг за другом в определенное отведенное время должны успеть максимальным количеством человек взобраться и получить максимально хороший результат. Вот. Но мы сейчас попросили Тимофея, который является страхующим на соревнованиях, и с помощью него здесь вот секция такая несложная, я надеюсь, на мой взгляд. Я бы вот, глядя так вот, никогда бы мне в голову не пришло, что можно туда прям просто взять и залезть. Но для этого нужно нам надеть обвязку страховочную. Так, сейчас Тимофей проследит, чтобы я все правильно сделал. Соответственно, нужна она для того, чтобы страхующий мог вас поддержать, да, в момент срыва, если он вдруг произойдет, либо спустить, если участник добрался до самого верха. Тут я подтягиваю, да? Туго должно быть, не сильно, чтобы не пережимало. Так, ну что, так у нас не соревновательный момент, но тем не менее, думаю, Тимофей будет подсказывать, да, куда идти. Друзья, ну что, сейчас я впервые в жизни буду подниматься по натуральной скале, если так можно сказать. Немного волнуюсь, но тем не менее успокаивает, что это простая трасса. По идее, она для новичков. Так, с чего начать? Ого, уже проблема. А так правильно, да? Да. Можно вот чуть левее правую ногу поставить или левую. Вот сюда? Вот, ага. Ага.
Руки не нагружать сильно. Подтягиваться не стоит. Ага. Так, что-то могу сюда, да? Ну, по-разному. Там и слева есть, и справа. Опа! Ноги поищи, О, ноги. тут еще какие-то это. Какой-то жук летает. Да, нелегко. Можешь чуть направо пойти, кстати. Вот левую ногу поставь туда, где у тебя правая. А правую вон на ту полку тоже. Вот, да. И теперь можно левую ногу повыше закидывать. Хотя тут не могу рукой ухватиться. Вот, ближе к себе, там же полка есть. Рядом с твоей левой икрой. А, Туда лучше носок ноги ну, поставить. ты веришь в мою растяжку, да? Ну там, во! И теперь накатить так. О, Вставай! О, отлично. Когда выше поднимаешься, старайся больше нагрузки на ноги давать, нежели руками себя подтягивать, чтоб не устать, да? чтобы не сильно устать. Слушай, а я дальше вообще не вижу, как лезть. Вон под правую ногу с правой, по-моему, есть полочка. Вот это? Ага. Нормальная она, да? Ну, не совсем. О, вот, отличная полка же. Под правой ногой? Ну, вот, нет, вот куда ты встал, вообще, по-моему, отлично. Да, ну, мне надо подняться. Смелее. Ого. Так. А так-то и высоко уже или нет? Ну, Еще нет. так-то половину трассы уже прошел. Под твоей правой пяткой, чтобы левую ногу поставить. Вот, ага. И так перебирай ножками. Вон под правую ногу прям отличный зубчик торчит. Вот, ага. Так. Теперь левую ногу надо поднять. А дальше мне не видно, к сожалению. Снова нужна растяжка. А это зона отметки, да? Это типа, ну, не топ, но бонус. А правую ногу куда-нибудь поставить там нельзя? Не, я не вижу. А, вот же хороший зацеп. Но, вот, нормальная полка. И теперь попробуй левую поставить туда, куда ставил до этого. Хотел, да? Встать направо и поставить левую туда, куда ставил. У меня уже пальцы это в обратную сторону. Раз, два, три, как? Отлично, во. Можешь теперь просто отпусти, прижмись к скале, отпусти руки, встряхни ими. Если прижаться к скале, то можно просто стоять, не трогать ее руками. Обе руки этого расслабить. Вот это да. Так. Давай, если выше этой белой линии поднимешься, то уже бонус. Хотя бы бонус. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. О, куда-то наугад воткнул, нога встала.
Так-то чуть-чуть осталось, вон же топ уже. Ну да. Раз уж так высоко залез, то можно и долезть. У меня просто это... Пессимистично настроен был перед подъемом. Думал, Вон, полки не начались. получится. Вообще лестница. Вот тут вообще подарки. Подарки пошли. Можешь прям туда залезть на эту полку, ага. Но... Поснимать там обзор, наверное, хороший. Слушай, я не верил, что поднимусь. Так еще не поднялся же. Все, О! можешь отдыхать. Испытано на себе скалолазание. Слушай, я не верил. Я на самом деле не верил, что смогу подняться. Но получилось. Ну что, друзья, это проект «Испытано на себе» на канале Якутия 24. И это Еланка Фест. Испытано на себе. Друзья, ну а следующая дисциплина Еланка Фест — это катамараны. Сейчас тоже очередная команда закончила. Сейчас будет уже обеденный перерыв. Но я ребят попросил, да, впереди у них еще несколько этапов, но они согласились составить мне компанию. Ну, а мы, соответственно, сейчас посмотрим, что из себя представляет эта дисциплина. Старт отсюда, огибаем буек и финиш вот здесь на этом камне. Раз, два, три. Левый больше, да? Левый больше. Я тормозил. Как обходим? Все, тормозим. Объезжаем. Объезжаем. Раз. Минута 18. Нормально, да? Нормально. Хорошо. Минута 18. Погода на фестивале была жаркой, катамараны позволяли охладиться в реке, в отличие от других дисциплин. Каждой команде отводилось по час 20 на попытки, и в зачет шел лучший результат.
так и поступила одна из команд, доведя свой результат до рекордных 55 секунд. Сейчас объявлен обед, ну а так как мы, в принципе, ребята, которые не ищут простых путей, легких путей, сейчас приготовим обед себе сами, своими руками, как это, в принципе, и водится в походных условиях. Наше блюдо сегодня очень простое, да? То есть сегодня у нас все будет, я надеюсь, просто и вкусно. Килограмм мяса. Его, кстати, мы взяли замороженным из морозильника. Вчера всю дорогу он провел в этом афганском казане. И сейчас уже такой, он уже даже, я бы сказал, нагрелся на солнце, пока мы проводили съемки. Ну, я думаю, она свежая. С ним ничего плохого не случилось. Значит, готовить мы будем все очень просто. Здесь у нас картошечка, немножко лучок. И первым делом почистим картошку. В целом на обед у нас отводится около чуть больше часа. Но сейчас мы начали процесс приготовления в час дня. Для интереса засечем время, за какое получится приготовить блюдо. Ничто так не ускоряет процесс готовки еды, как досаждающие мошки. Так, картошечку мы сейчас помоем и, я думаю, добавим 2 лучка. А лучок добавим таким образом, что не будем его резать, просто цельную луковицу такие. Сейчас это все дело помоем. Так, ну и для нашего жаркое. Слишком много. Оставим немножко воды. Так, картошку нарезаем очень крупно. У нас все просто. Так, все. Основная часть готова. Сейчас нарезаем мясо. Как в лучших ресторанах, надо очистить сначала мясо от мушек. Так, приправа, ну, такая вот. Тут здесь у нас смесь, все вместе с солью. Ой. Ладно. Надеюсь, не пересолил. Чуть-чуть перемешать. Ставим на огонь. Закрываем крышку. Всегда следите за чистотой вот этих клапанов, да, потому что иначе может быть большой бум. На месте. И ветрозащита. Все. Теперь можно отдыхать. Засечем время, когда пойдет пар. И от этого пойдет отчет минут 25, не больше 30. Мы начали готовку в час. Загрузили, напомню, картошку, лук, 2 луковицы и свинину с приправами. В целом сейчас вот в таком порядке, то есть наш казан работает уже около 20, даже 25 минут. И сейчас самое время кушать. Выключаем плитку и
Поднимаем. Поднимаем клапаны, чтобы давление сбросить. Ну и хотелось бы сказать, что еще раз напомнить, чтобы не было никаких ЧП, надо следить за частотой клапанов и не перегружать казан. То есть казаны, они бывают разных размеров. В принципе, если у вас казан заполнен где-то примерно, ну, меньше 2/3, я так думаю, да? Ну, может, еще меньше даже, где-то наполовину я обычно делаю, то в целом никаких проблем не должно это вызвать. Вот, сейчас подождем, когда спустится давление, и начнем обедать. Хотя ребята уже возвращаются с обеда. Сейчас у нас без 10:02. В общем, блюдо у нас готовилось 50 минут от начала процесса чистки и подготовки ингредиентов. Вот, ну, я думаю, что у нас получится вкусно и достаточно просто. Прямо как в передаче Петра Цепандина. Просто и вкусно. Опа. Так, у нас получился такой полусуп, полужаркое. Сейчас. Картошечка, мясо, лучок. Друзья, просто божественное блюдо получилось. Обратите внимание, вот мясо, например, да? Мясо, оно, ну, очень хорошо мягкое, сочное. В принципе, картошечка, ну, может быть, некоторые скажут, что слишком разварено, но прямо картошка на грани с пюре. Вот. И мясо на грани с тушенкой. И все-таки я с приправами не переборщил. Нормально. Испытано на себе. Ну, одной из особенностей Еланка Фест можно назвать вот этот подъем в гору. Сам напомню, что здесь внизу две дисциплины, это катамаран и скалолазание, а наверху сейчас мы после обеда с такими сытыми желудками поднимаемся наверх. Вот, там у нас ожидает еще две дисциплины, это фрироуп и бег. Вид, конечно, красивый. Обратите внимание, чего стоит только вот эта скала. Красота. Внимание! Готовы? Марш! Вообще не по плану. Петли, трос сверху брать его за руками, как угодно проходить. Где поворот, только узелочек хватаете. Так, здесь качельки, получается, берете только веревочку, да, трос не трогаете. Где, получается, ковер-самолет, трогать только веревку. Все. И дальше просто двигаетесь, двигаетесь, двигаетесь. Марш! Я же говорил. Веревка это. Так. Дубль 2. Не отрезал. Да, аккуратно. Я готов. Внимание, марш! О, Вова, держись, держись. Ага. Видите? Да. Смотрите, что легко. Да. Легко, да. Пошли на следующий элемент. Это что такое? Богатик. Это Андрейский. Мощно, мощно. Такое неустойчивое.
говорите. Минуту прошли, минута осталась. Что это такое у меня? От чего так трясет? Ну вот, баланс не поймали, но бывает, да, когда эта трясучка встречается. Никуда не видно. Ребенка с лестницы берите, идут на лестницу. Ага. На тех качелях хочешь попробовать? Ну давай. Сразу шире шаги сюда. Залезь. Сам залезь. Мама, бабушка, оцепись. 10 секунд остается. Это было интересно. Все тогда натяжка, хорошо. Прямо натягивай. Я, наверное, время отсечу. Ага. Вот вон твоя красавица. Ага. Ты сейчас просто залезаете. Уже прошло, да? Ну да, ага. Ну ничего. Да, так же там, как на шпагате, как раз перешли. Это легко сказать. Ну да. Так. Тут тоже сложно. Везде шпагата. Осторожно. Нельзя брать, да? Или можно? Это можно, это разрешается сверху зеленый кросс брать. Ой. Да, можно в петлю вставать, а может чисто на руках так пройти. Надо сказать, что силы меня уже... Фу. Это не проходил, да? Нет, еще. Касание дерева. Финиш. Время. Да сколько там прошло? Нет, 2 минуты у меня здесь закончилось. Это вообще время. 2 минуты прошло. Но главное не упал, если не считать первый дубль. Главное пройти. 28 баллов. Ну, для первого раза. Нормально? Для первого раза очень хорошо. Тем более неподготовленный человек, это тоже первый раз проходящий трассу. Очень хорошо. Я думаю, вторую попытку можно и 49 сделать баллов. Тут, да, 45. много зависит от того, когда ногу поставить. Да, Значит, тут чтобы- баланс, равновесие идет, скорость, сила. Там я вообще не ожидал, что такое трясло. Здесь... Кстати, когда расслабляешься, Мгм. вот эта тряска проходит как-то. Мгм. Ты на меня надеешься, ты бы упал. Так, ну что, это был фриролл.
Друзья, сейчас команда Денали находится на трейл-раннинг. Это бег на 1 милю, 1600 метров. 800 туда и 800 обратно. Соответственно, старт-финиш здесь. Самое главное здесь критерий — это время и скорость. Я не зачета. Так, как? Все, я обратно, да? Вот, друзья, надо сказать, что Иванка Фест для новичков, я думаю, очень хорошее дело. Но, тем не менее, вы должны хотя бы чуть-чуть заниматься хотя бы утренней зарядкой по утрам. Или бегать по вечерам. Я думал, ты на финиш. Финиш, да, финиш, да. Я заметил одну семью, которая участвует, то есть отец с сыновьями. Сейчас мы с ними поближе познакомимся. Пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Николай Васильев, Тимур. Тимур и Архан, две семьи. 13-15. Здорово. Вы участвуете в составе команды Денали. Расскажите, как пришла идея поучаствовать? Мне знакомый, он один из организаторов, мой коллега. Он мне предложил, я подумал, согласился, взял своих сыновей, потому что, когда лето короткое, когда еще, так скажем, да, тем более такой фестиваль, детям очень понравилось. Я надеюсь, это не последний наш фестиваль. В следующем году будем выступать и, я думаю, лучше выступим, потому что первый раз, на горах первый раз, поэтому, в принципе, здорово. Доволен. То есть ребята впервые участвовали. Вот какие из дисциплин, допустим, тебе понравились? Мне бег и скалолазание. Бег и скалолазание. Тебе? То же самое. А катамаран? Катамаран, да, еще. Катамаран тоже. Ну, практически все тогда получается. Да, все по-своему уникальны, все по-своему интересны, поэтому очень интересно, классная организация. Всем довольны. Испытано на себе. С наступлением вечера все спортивные дисциплины закончились, и наступило время ужина. В меню был настоящий суп рамен, приготовленный в походных условиях. Но от этого он стал даже еще вкуснее. В этом году у нас приняло участие более 80 человек, участников более 30 организаторов. Участники поделились на 4 команды. Конкуренция хорошая у нас в этом году. В принципе, как и всегда. Организаторы, люди меняются, но есть наработанный опыт, он все равно дает о себе знать, и поэтому мы стараемся держать уровень хороший. Участники все всегда обычно довольны. В 2024 году обязательно проводим фестиваль, он у нас ежегодный, так что приглашаю всех участвовать. С наступлением вечера появляется еще одна дисциплина, это украшение лагеря. Сейчас с членами жюри посмотрим, как украшают свои кемпинги команды, участники Иванка Фест. Мне кажется, уже очень интересно выглядит все. Добрый вечер. Добрый вечер. Компетентное жюри. Меня зовут Юлия. Справа от меня Николай. Слева Аарон. Будем вас оценивать по тем критериям, которые мы говорили. Наш лагерь, наша команда называется Чагори.
как бы заведено, что все команды называются в честь каких-то гор. Вот с прошлого года нам попалось такое название, мы его не выбирали, нас просто добавили в команду. В этом году мы участвуем второй раз, и название, естественно, мы сохранили, добрали новых ребят, состав команды немножко обновился, и вот сделали такую надпись «Добро пожаловать в лагерь Чогори». Я люблю этот фестиваль, участвую с удовольствием второй год. В этом году я еще совмещаю должность гида. Я рада, что ребятам все понравилось. Сегодня все спортивные мероприятия мы успешно прошли. Очень хорошее мероприятие, которое вовлекает людей в скалолазание, в активный отдых жизни, в активный отдых. Хотелось бы, конечно, чтобы этот фестиваль всегда продолжался ежегодно, чтобы его посещали как можно больше людей. Вечерняя программа состояла из презентаций команд, где был задействован практически каждый участник. Я хоть и участвовал вне зачета, но тоже принял участие в этой программе и исполнил песню «Небо». Сегодня первый раз попробовал в рамках проекта «Испытано на себе» и скалолазание, и катамаран, и бег. Да, бег был самый страшный, конечно. Я все ждал, когда закончатся эти 800 метров, чтобы начать другие 800. Вот, поэтому вы большие молодцы. И завтра, конечно же, будут выявлены победители. Ну, а сегодня у нас вечер отдыха, поэтому хотелось бы исполнить для вас песню «Небо». Мне сказали, что это гимн Еланка Фест. Да? Да, серьезно? Да, давайте поэтому подпеваем, поем, поехали. Всего, что так нелегко. Неужели ты выше? Держи мою руку крепче. И не отпускай, и не отпускай, не отпускай. За один день попробовать себя в нескольких спортивных дисциплинах, почувствовать командный дух, при том, что в команду может влиться как и спортсмен, так и абсолютный новичок, набраться энергии на просторах нашей неповторимой природы – все это можно осуществить на фестивале «Еланка». Еланка Фест! Испытано на себе.